мэрия отрезала воду, свет, лишила таким образом воды 400 племенных лошадей. Бир жолу экинчи орун, бир жолу үчүнчү орун алып келген мен. Кыргыздын аңын колдоп келген мен. Действия самой мэрии по изъятию собственности квалифицируется по признакам предварительного сговора с целью изъятия чужого имущества с последующей его перепродажей. Жаркырап, көгөрүп, бактарак, бир эз алуучу жай болчу да негизичи. Данный комплекс был построен начиная с 2003 года. Мэрия предложила нам разбитые конюшни для того, чтобы мы их восстановили, приняли, привлекли инвестиции и начали, развивать классические виды спорта, национальные, и заниматься воспроизводством чистокровных лошадей. Мы привлекли инвестиции, построили, как вы видите, подстанцию, склады, обновили конюшню, и акт ввода в эксплуатацию был, подписан самим мэром Керимкуловым в свое время и заместителем акима Ленинского района Камчик Кыдыршаевичем Ташиевым. 1984 жылы менен ушу аттар менен алектен ушу чистокровный аттар менен аралашып ушу Фрунзе ипподромуна ошол жерде биз ат чаап чоңойдук ушул ипподромдон. Ушул аттардын артынан мен Москвага чейин барып тренерский школаны бүтүрүп, иштеп, тренерский окууну бүтүрүп келгем. Кыргыздын наамын колдоп, мен 90-91 всесоюзныйга участвовать этип, бир жолу экинчи орун, бир жолу үчүнчү орун алып келгем мен. Кыргыздын наамын колдоп келгем мен. Вот эта территория, нашего комплекса начинается. Мы возвели вот этот фуражный склад, отремонтировали конюшню, установили свою подстанцию, благоустроили, и посадили зеленые насаждения по всему периметру практически на каждый метр. Затем мы сделали, сейчас, конечно, он плохо выглядит, специальный бассейн для тренинга лошадей. Подавалась вода, устанавливался, кто-то в середине, и лошадь гонялась здесь в воде в разных режимах. Это должна была бы быть вторая конноспортивная школа в истории Киргизстана, потому что, для сравнения скажу, в Узбекистане их 100. У нас одна практически конноспортивная школа по классическим видам, и то приходится бороться на этапах Кубка мира. Здесь в течение, 50 лет была свалка. Это было место практически, замусоренное. Мы на пустыре совершенно создали новый комплекс. Мэрия нам отвела только земельный участок, и в кадастре мы купили разбитую конюшню, которую реконструировали и построили. Уникальная вещь, которая была создана, можно сказать, единственная в Центральной Азии, это шпрингартен. Это такой инструмент, когда лошадь загоняется вовнутрь, устанавливаются препятствия, и лошадь напрыгивается там на свободе. Здесь устанавливались тоже препятствия. После напрыгивания автоматического шел творческий подход, потому что надо было выработать у всадника вот эту способность к расчету, подвести лошадь к препятствию, чтобы она правильно толкнулась, фаза подвисания, приземления. Иначе все это грозит переворотами, травмами, неэстетично выглядит. До 2013 года вдруг возникают трения административного порядка между Минсельхозом, мэрией и другими, которые нас не касались. В 2017 году Межрайонный суд Бишкека выносит решение о том, что купля-продажи, договоры все нелегальны и все сделки ничтожны. И нам предлагается практически покинуть эту территорию без возмещения. То есть, все труды, затраты, они шли без компенсации. Это касается не только меня, но и других коневладельцев и владельцев конюшен, которые дополнительно что-то строили. И все это время люди
занимались коневодством и, значит, именно разведением лошадей. Судом изымается право собственности на землю и считает, что имущество тоже принадлежит мэрии. Мэрия в порядке выселения сейчас отрезала воду, свет, лишила таким образом воды 400 племенных лошадей. Өз акчабызга сатып алганбыз бул ипподромду. Мына ремонт кылдык. Мен ушун азыр көчмөндөргө специально кредит алып, үйүмдү коюп, ушу 5 ат Франциядан алып келдим. Ушу көчмөндөргө чабайын деп. Эми кана биз Кыргызстандан ким колдойт, биз колдобозок. Эми муну күлүк боюнча. Мен ушуну айтайын деп, мен ушуну мына Казакстанда да мен 7 жыл саяпкер болуп иштеп жүрдүм. Назарбаевдин аттарын дайындадым. Ар бир областта азыр жапжаң ипподромдор. Любой Чымкентте мен 7 жыл ат чаптым. Чымкентте да бүт областта ипподром бар. А бизде жалгыз ипподром талашып турушат. Кече келди мынакей. Эми бу жерде аттар турат. Бул аттар деген эми адам кичекейле бала да. Мындайча айткандачы, биз эмчекте келе бала да. Сууду өчүрүп кетишти, светти кыркып кетти. Это издевательство над животным, да, болчу. Бул мэриянын адамдары келип алыпчы мына. Сууну өчүрүп, светтин баарын өчүрүп ушундай кылышып атат да. Эми бул эмне деген шумдук, бул эмне деген? Бул аттар бул деген эми адамды бизи карап турат да. Тамак береби, эмне берет деп. 2 күн суу ичпес өлөт да, болду да. Ким жооп берет буга бизге? Ким алып берет бул аттардычы? Имущество, базируясь только на решении суда и постановлении Совета министров 1995 года 460, считает, что это имущество может перейти мэрии без компенсации, а нас выселить. И подаются иски о выселении. И это касается не только нас. Да, администрация ипподрома направляет, иск о выселении, который после долгих, тяжб судом не принимается. Потом подает мэрия, тоже суд о выселении, на выселение. И судья Ленинского района Джумабаева выносит определение об оставлении иска без рассмотрения. Дело в чем, что действие самой мэрии по изъятию собственности квалифицируется по признакам предварительного сговора с целью изъятия чужого имущества с последующей его перепродажи. Потому что объявлен сейчас тендер, причем, не предусматриваются средства на возмещение затрат, убытков, утраченной прибыли и всего, того, что мы понесли в ходе, оценка вот этого комплекса где-то около $2 миллионов. Такие же суммы затратили и другие коневладельцы. Была возведена крытая ливада. Естественно, сейчас они выглядят, все эти объекты, страшно, потому что мы не знаем, нас выгоняют, пытаются, выселить неправомерно. Но все это работалось очень элегантно. Все цвело, все было посажено, поливалось. Здесь, на этом месте, был манеж. Здесь проводились соревнования, тренинг спортивных лошадей, напрыгивание. Здесь были, соответственно, трибунки. Все это было закрыто. Но в связи с этим авралом, который возникает правовым, начиная с 2017 года, все начало приходить в запустение. То есть довести комплекс до почти европейского уровня, понимаете, а потом видеть вот эти развалины, этого не каждому мы можем пожелать. Сейчас весь ипподром стоит под угрозой заболевания массового племенных лошадей. Это грозит падежом. Дело в том, что племенная лошадь, некоторые завезенные 8-й конюшни, импортные лошади с Франции, они могут просто погибнуть от голода и безводицы. Эти лошади, они защищают честь Киргизстана на дорожках, Узбекистана, Казахстана. Они, выигрывают призы. И это касается, можно сказать, мэтров скакового спорта. Омуралиева, Батыра, Канова, Улана и многих других. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили этому делу. Жаркырап,
көгөрүп, бактарак, бер эз алуучу жай болчу да негизичи. Каждый суббота, воскресенье сайын бер ат чабыш болчу, гладкий скачкалер, 400 ат турчу ушул ипподромдочу. Эл берге ат чабыш эмес, эз алганы келиши да, ат чабыш көрүп, эз алып, ошол жерден мокундарын кандырып кетчү. Биз ойлогонбуз, ипподром будущем жаркыраган, ушундайлар Россиядагыдай ипподром болот деп. Ушул ипподром өнүгөт, өсөт деп. Өнүгүп өспөй эле биздин ипподром азыр мына артка кетти. Без коневодство, чистокровный аттарыбыз, мына ипподромдун мына эмеси бул, мынакей баардыгын көрүп атасың. Мына сарайлардын баары бир развал болуп атканда, мына сарайлар тонолуп атканда биз 3 тренер келип ушул ипподромду сактап калганбыз. Мына ипподромду разбирать этип уурдап кетишип аткан. Мына эле ушактагы эле жашагандар. Биз келип ушул ипподромду аттарды коюп, ушул ипподромду мен Керим Салбек деген досум. Ушуну сактап, мындай ипподромдорду ремонттоп, бүт диниктерди куруп, бүт развалинный болчу. Даже мынактагы бир конюшняны почти там разобрали, алып кетишкен. Теперь относительно нашего уважаемого президента. Они год тому назад изучали состояние ипподрома, и он 3 раза спрашивал, есть ли проблемы, особенно по имущественным вопросам. Ему говорили, нет, вопросов нет, мы все суды повыигрывали, все вопросы решены, но они вводили в заблуждение или, просто говоря, обманывали президента, потому что эти проблемы есть. И на скачках люди говорят уже мне, что президент обещал, что переезд, выселение или перемещение, поголовья вместе с фуражом, людьми и всем остальным на новый ипподром будет после его строительства. Но опять слова, они повисли в воздухе. Вы видите, что нас выселяют, обрезают, понимаете, свет, воду. Дорогие руководители, в дни священного Рамадана мы вспоминаем кадры, с волнением смотрели, когда вы посещали Мекку. В Коране, в суре 100, указано, что люди, которые занимаются разведением и ухаживанием за лошадьми, заслуживают благодарности на том и на этом свете. Вот эта земля, это был пустырь заброшенный, и она называлась Амват. По установлениям мусульманским, если ты в течение 3 лет заставляешь этот Амват цвести, то тогда наступает режим Ихьяю Амват. То есть земля переходит в владение, а потом в собственность. Но послушайте, одних чувств в условиях священного Рамадана не хватает. И такие, понимаете, вещи, связанные с насилием над лошадью, и недопустимы ни по каким законам. В сухом остатке противоречит Конституции. Почему? Потому что здесь не было изъятия ни конфискации, не было ни национализации. Это требует, естественно, компенсации. По мусульманским канонам, по киргизским канонам тоже. Почему лошадь резают на похоронах? Не потому, чтобы всем хватило мяса, а потому что лошадь является проводником между этим и тем миром. Вы задумайтесь над этим, потому что есть мир, видимый и невидимый. Мы отстаем от соседних стран. У нас есть решение Европейского Союза о экспорте лошадей во все страны мира. Такого решения нету ни одной страны Средней Азии, Монголии и Китая. Мы не пользуемся этими. Мы попадаем в тяжелое международное положение. Вот на этой конюшне, вот в этой ливаде, на вот этих условиях выросла лошадь, которая пошла в подарок Эрдогану. Мы не собираемся что-либо искусственно нагнетать, но отношение к нам, к нашему руководству, может зависеть от нашего отношения к лошади. Им надо выселяться сейчас, когда нет кормов, куда-то без воды, боясь, что их чистокровные лошади заболеют и погибнут. Лошадь – это не скотина. Это иногда больше, чем человек. Я прошу учесть эти вещи. Это остатки руины представительского дома, которые были совмещены с лабораторией. То есть, поскольку здесь планировался создать карантин, то требуется, естественно, забор крови лошадей, определение заболеваний или их отсутствия, и, соответственно, сроки биологических анализов.
Вот это все превращается, значит, вот в такие руины. Здесь было бунгало, бревенчатое бунгало, двухэтажное. И там был отсек лабораторный. Конечно, все работало здесь. Вы представьте объем затраченных средств, усилий и результаты административной деятельности властей, которые не созидают, а которые разрушают.